нравится, нам в них хорошо. Соответственно, если мы в отношениях заботимся об удовлетворении потребностей того человека, как я сложно сказала, в общем, с кем мы дружим, да, мы заботимся о потребностях нашего там друга, родственника и так далее, то ему также хорошо, и он хочет быть с нами в отношениях, он хочет для нас что-то делать. Я не говорю о случаях, когда человек вас не любит, вы ему не нравитесь, но вы думаете, вот сейчас я исполню все его потребности, сейчас я буду вот все делать, как ему нравится, и тогда чудо произойдет. Нет, чудо не произойдет, но если у нас с человеком хотя бы нейтральные отношения, мы можем их довести до хороших. Если у нас хорошие, мы можем их довести до очень хороших, до великолепных. Что это за потребности? Первая из таких потребностей – это потребность быть уникальным. То есть, когда человек в отношениях с нами понимает, что он очень особенный для нас, не вот в целом вообще там, да, суперзвезда, а вот он очень особенный для нас. Когда мы хвалим, да, выделяем какие-то мелкие такие качества, мелкие достижения, которые для других людей могут действительно ничего не стоить, это потребность во внимании. Зачем? Когда вы звоните рассказать что-то и говорите, у меня такая новость, я звоню тебе первой, сейчас расскажу. Или вы просто звоните, вы рассказали, говорит, все, я еще никому не рассказывала, тебе первой рассказала, давай сейчас перезвоню, нужно позвонить маме, папе, там, всем родственникам, в родственнический чат и так далее, всем сообщить. То есть вы как бы вот так аккуратненько, да, протащили вот эту потребность. Не вот так вот там, ты это делаешь хорошо, делай хорошо, а вот так вот аккуратненько, аккуратненько, что человек сидит потом после вашего звонка полчаса. А если вот ты единственная, кому я могу это рассказать? Вот, просто бальзам на сердце, да, ты единственная, кому я могу. То есть вы подчеркиваете... Вы подчеркиваете уникальность человека не в общем и целом, а конкретно для вас, да? То есть это же манипуляция. Манипуляция, если я говорю, вот стул, садитесь, это по идее тоже манипуляция, да? То есть манипуляция это все, что регулирует действие человека. Светофор красный, остановись, это тоже манипуляция. Но как-то мы слушаемся, поэтому мы здесь. Ну да, тут или от души говоришь, или действительно с какой-то подоплекой. Но это работает. Это работает, даже если с подоплекой. То есть аккуратненько. Сейчас есть там еще две потребности, я их сейчас назову. Но почему срабатывает, если мы это делаем аккуратненько? Потому что когда вот мы прям бьем в лоб, это считывается как что-то, что он ко мне хочет смонтировать надо, да? Это уже 8-й раз за неделю. Мне уже не нужна такая уникальность. Но когда мы делаем вот так вот, это вот вторая небольшая душненькая часть, это называется мета-язык. То есть мы это говорим вот не в лоб, не прямыми словами, а на мета-языке, как бы между строк. И когда мы с вами слушаем других людей, нам также надо учитывать их мета-язык, что они на мета-языке нам говорят, какая есть потребность у них, какая у них потребность в общении, в отношениях самая такая незакрытая, самая голодная, и напирая на какую, мы с вами очень быстро окажемся там, близко и в доверии к этому человеку. Самое простое, что вы можете сделать, просто почитать разные лайфстайл-блоги, именно лайфстайл, да, ну не экспертные, а вот там «Мамочка, трех ангелочков», все такое, и почитать тексты и попробовать понять, что на самом деле человек в этом тексте пытается, он даже не понимает этого, но что на самом деле он хочет заполучить в ответ. Например, я бы вам сказала такую вещь, это правда. Это я уже говорю, ну, только там будет продолжение. Например, я бы вам сказала, вот недавно, когда я выступала на кинофестивале в Москве, мы также разбирали эту тему, было много вопросов, и поэтому мы с Рустамом решили здесь эту тему тоже затронуть. Где был мета-язык, какая потребность? Сравнение с тем событием. Так, Рассказ то, что вот вы выступали в Москве. Да. Типа,
Я такая ставишь на тоже. уровень смысла. Так, я выступала в Москве. Так, давай, Даже развивай, в развивай. Москве нужна такая тема, нужны вы с таким выступлением. А вы вот И это вообще... какая потребность? Внимание, наверное. Да, да. То есть, если мы обратимся с вами к цели моего сообщения, да, или как вы говорите, месседжа, если мы обратимся, ну вот как бы к цели, какая моя цель была? Мне нужно было вам просто рассказать, допустим, про жесты. Но зачем-то я вплетаю информацию, которая на эту тему никак не влияет. Она не раскроет ее лучше, она не даст вам никаких дополнительных знаний. Но я зачем-то упоминаю эту деталь. Она нужна здесь? То, что были в Москве. Да. Да. Еще и на кинофестивале. Возможно, можно было как-то и по-другому, конечно, сказать без Можно было вообще эту фразу Не не говорить говорить. вообще. Вообще не говорить. Как бы жесты давайте Но в то говорить. же время кто-то же клюнет именно на то, что вы были в Москве. Да и я как бы- клюну. Ну или можно сказать, к примеру, вот так, что я был там на важном мероприятии по психологии, там конференция, Да. но не уточнять, где именно. Да, и да, тот да, человек, который захочет это узнать, он сам спросит, а где именно? Да, да. То есть, или я могла сказать, что сейчас эта тема очень популярна, это мое не первое выступление на эту тему, да, если у меня нет цели как-то там набить себе понтов. То есть, вот это и есть мета-язык. Мы думаем, какая цель сообщения и нужна ли вся эта информация в этом сообщении. Она не нужна. Тогда это про какую потребность? Про внимание, про уникальность, там, про какую-то ценность, статусность, значимость, тролливали. Поняли чуть-чуть? Да, отлично. Еще, смотрите, у нас две потребности, да, потребности две мы уже с вами назвали. Это потребность в уникальности, это вот прям, это для самых ближайших отношений. То есть, когда мы просто с кем-то в приятельских отношениях, нам вот такая уникальность не нужна. Но вот с теми, кто с нами в очень тесном контакте, там обязательно должна закрываться потребность в уникальности. Если потребность в уникальности не закрывается, у нас отношения либо разваливаются, либо вам просто продолбят всю голову этой уникальностью, поэтому поняли, да? Как надо делать? На вас троих расчет, только вы поняли. Вы? Все. Совсем. Не совсем? Серьезно? Ну мы вам... Что? Не совсем до конца. Давай вопрос. Ну вот именно сам момент, да, где не понял. Я Какой разобрал. момент не понял? Насчет уникальности. В близких отношениях нам важно понимать, что мы для этого человека на особенном месте. И это место никто не займет. Вот в его душе, в его жизни, в его времени, в его расписании есть место конкретно для меня. И тогда к этому человеку будет особенное расположение. Если потребность в уникальности не закрывается в отношениях, то отношения вот очень близкие и тесные, они не сложатся. Например, я вам говорю, у меня выступление, я буду волноваться, приходи меня поддержать. А вы мне говорите, ну как-нибудь откажите. Не могу не освободить воду. Вот, никакой уникальности, да? Для вас ваши дела важнее, чем поддержать меня. Мы не состыковываемся. А теперь скажите, что у вас есть дела, но в то же время, что вы придете. Слушай, у меня тут дела есть, но если я их успею сделать, я обязательно приду. Надо доработать. Я буду У Доработать. меня вечером совещание, но я Я перенесу его на отменю. завтра. Да, я Божественно. отменю. Да. Вот я отменю, я перенесу. Я уже договорился с другом, но я передоговорюсь и приду. То есть вот такая трансляция, да, что ты, твои интересы, твои дела для меня очень важны. Не обязательно там на первом месте, но очень важны. Ну так сказать важнее для человека, чем просто сказать да, хорошо, да? Да. Вот смотрите, у Подчеркнуть, меня да, вот это. Да. была такая ситуация да, тяжелая была. Надо было фортепиано вести, и мужчина мой перенес встречу важную деловую ради того, чтобы этим заняться вообще вместо меня. Так. Значит, ну я для него уникальна. Или фортепиано. Нет, это вообще не нужно. Я обучать людей где-то. Ну
я поняла, что да. Либо просто интересно обучать людей где-то. Да. То есть тут возможны варианты, но в общем-то да. То есть вот вы или этот процесс для него почему-то очень важен. Хорошо, фортепиано сегодня наконец-то Да. привезут. Нет, сначала он просто говорил, ну ладно, да, я приеду, но я не верила. А потом он сказал, ладно, я Фортепиано уже в багажнике. Последнюю перенесу и успею, да. Да. Теперь понятно про уникальность? Да. Все, есть. Следующая потребность – это потребность во внимании. Это тоже важная потребность, но она важная, в принципе, в любых близких отношениях. То есть, если в уникальности это прям те, кто в нашем очень-очень близком кругу, то потребность во внимании – это просто люди, с которыми мы хотим хороших, нормальных отношений. Даже недолго. То есть, когда вы выслушиваете, например, клиента, который написал жалобу, нужно выслушать, все, сделать, как он требует, особенно когда он машет руками. Но вот когда вам не дают внимания, вы уходите. В общем-то, за что сейчас борются у нас рекламщики, маркетологи, блогеры? За внимание, потому что нынешняя валюта – это внимание, да? Вот смотрите, когда-то, когда вас еще не было, но вы, может быть, смотрели это в кино, как бы не было никакого выбора, да? Вот есть лимонад, там что, лисичка, ты не можешь больше купить ничего другого, только лимонад, лисичка. Только груша. Только груша, ну где же? Сейчас что? Вообще-то, да? Сейчас лисичка, пепси, шмепси, что там, 7-Up, Фанта, вот это, то есть и они должны выхватить ваше внимание, чтобы вы купили именно их. В отношениях, в общем-то, то же самое. Если вы даете человеку свое внимание и показываете, что вы действительно его слушаете, то у вас с ним сложится очень хороший контакт, человеку будет хотеться сделать для вас что-то приятное, то, что вы просите. Или если он не может сделать то, что вы просите, то хотя бы чем-то вам помочь. Например, в психологии есть техника активного слушания. Слышали о такой? Ну и подписчики. Что такое техника активного слушания? Когда мы слушаем человека, и он понимает, что мы его слушаем. То есть не просто мы сидим и молчим, и иногда говорим «угу», а он понимает, что мы реально его слушали. Как ему это показать? Задавать вопросы. Да, по теме желательно. Ответные реплики какие-то просто. Повторяйте его слова. Да, конечно. Да, конечно. Да, то есть, когда мы показываем свое маленькое участие в разговоре, именно маленькое, потому что каждому человеку приятно поговорить о себе, рассказать, найти кого-то, кто его послушает. Поэтому сильно там распыляться не надо в технике активного слушания и говорит, я все понял, сейчас я тебе перескажу все, что ты рассказал, так не надо делать. Но вот точечно повторять, или там говорит, да ты что, серьезно? И она такое сказала, да как она могла, еще было дальше. Вот это и есть то самое активное слушание. И когда мы полностью присутствуем в том, что нам говорит человек, мы даем ему то самое внимание. Как мы можем это испортить? Перестать слушать. Ну а как он поймет, что мы перестали слушать? Ну молчим. Ну это прям... Или самое банальное, Не сидите в телефоне комментируем. переписываетесь. Да, ну какой же ты Или с молодец. соседом болтает. Все верно. Вот с соседом болтает вообще, конечно. Лучше бы с телефоном. Вот. То есть, когда мы понимаем, что человек где-то не здесь, его внимание где-то не здесь, мы понимаем, что нас не слушают, и нам это очень обидно. Как еще мы можем показывать человеку, что мы уделяем ему внимание? Цветы подарить. Ну, Первый говорим, предупреждает, да. вопросы задает. Первый задает вопросы. Так, еще что? Соцсетей, к примеру, вот насчет соцсетей. Многие люди вкладывают свою жизнь, там человек чего-то добился, и чтобы показать то, что вот там я вижу, к примеру, достижение, описать ему, там, сказать, что это, что за соревнование, там, красавчик. Да, спроси. Огоньки на сторис. Поучаствуем. Да, то есть вот по таким мелочам мы показываем человеку, что мы уделяем ему внимание. И когда мы уделяем ему внимание, то человеку почему-то хочется для нас тоже постараться, тоже нам уделить внимание.
Если мы не докармливаем человека вниманием, что будет происходить? Он будет от нас отдаляться. Да, и он пойдет туда, где он получает внимание. Почему многие люди, они вот настолько включаются в блогерство, что приезжают в другие страны для того, чтобы у них поднялись охваты. Потому что там где-то красивее. Вот действительно так. То есть, когда у человека очень сильный голод внимания в реальной жизни, он пытается это внимание получить где-то в виртуальной жизни, через блогерство, через компьютерные игры, особенно когда там несколько человек слышат друг друга, да, там в каких-то танчиках или в чем-то таком, и друг с другом общаются, там им падают какие-то медальки, звездочки, я не знаю что. Это, в общем-то, тоже поощрение, это, в общем-то, тоже такая форма внимания. Это вторая потребность в отношениях. Третья потребность в отношениях – это чувствовать, что ты любим. Как этого добиться? Что для этого делать? Сказать в цвет. Первая уникальность, вторая внимание, третья. Что ты любимый. Не обязательно это какие-то романтические отношения, ну вот даже просто такие хорошие дружеские отношения. А совокупность вот, ценности вот этой внимания, она не дает, как бы не утоляет вот эту потребность любви уже? Нет. Ценность? Нет, внимания? это другое. Это другое. Ну, как бы внимание можно и кошку свою наделять. То есть, если мы каждый день порционно, не обязательно там 24/7, так человек просто удушится в этом внимании, но если мы порционно каждый день даем человеку, который рядом с нами, внимание, вот 5 минут, реально 5 минут, это сейчас не, как бы не форма речи, да, а вот реально 5 минут. Пока вы, допустим, ужинаете, просто поговорить, что было, как прошел день, что было хорошего, что было там, что тебе понравилось, что не понравилось, чему ты сегодня порадовался, чем ты сегодня гордишься. 5 минут вот такого настоящего живого внимания они дадут гораздо лучше, чем там какой-нибудь Синий трактор. ну, чем цветы раз в месяц, да? То есть вот эти вот. Почему раз в месяц? Раз в неделю? По пятницам, да? Да. Ладно, пойдет. Но 5 минут тогда тоже, вообще тогда будет все шикарно. Понятно? То есть это третья потребность. Потребность во внимании. Потребность во внимании я вам рекомендую, ну, умение эту потребность выдавать, развить в первую очередь, потому что она пригодится вам в любых отношениях. Вот вы даже на лекции сидите в университете, вы слушаете преподавателя, у него так же, как у всех других людей, есть потребность во внимании. Ему может быть на самом деле не очень интересен предмет, ему может вообще не хотеться вам рассказывать, потому что он это рассказывает каждый год уже все вот здесь. Но понимать, замечать, что кто-то реально сидит, слушает, демонстрирует активное слушание, у вас потом больше шансов очень легко сдать этот предмет, потому что у преподавателя к вам хорошее отношение. Вот просто хорошее отношение. Как можно показывать на лекции, что вы даете человеку внимание, закрываете его потребность во внимании? Как раз спрашивать вопросы по лекции. Да. Зрительный контакт. Все время смотришь и молчишь. На первой марте обязательно. Рот, если раскрыть, то запомнишься. Потребность чувствовать, что ты любимый. Вот смотрите, это одна также из важных потребностей для людей, с которыми мы в очень тесном контакте. То есть очень тесный контакт – это потребность в уникальности и в любимости, давайте так ее назовем. Потребность во внимании – это вообще для всех. Да, с любыми людьми ее проявляйте, и будет нормально. Потребность в том, чтобы быть любимым. Как человек это ощущает, кроме сказать в лоб, тут цветы в четверг, в пятницу, косметичка из ребра. Шапку надень, на улице холодно. Ну, возможно, забота такая элементарная просто. Ты ела. Да. Так. Штанишки теплые надела. Давайте не выдавать наш возраст, давайте что-нибудь помолодежнее. Дает денег на зубного. На брекеты!